Это программа «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия-24», в студии Влад Давыдов. В Якутске в эти дни пройдет первая научно-практическая конференция «Инвестиции в раннее детство. Основа будущего». Мероприятие, курируемое целевым фондом будущих поколений республики в рамках гражданского межрегионального форума «За будущее России. Современные вызовы и консолидация регионов», направлено на выявление и тиражирование лучших практик в сфере детства. Помимо многочисленных участников ожидается и участие ведущих российских экспертов. О том, что будут обсуждать, чего ждут от этого форума, мы поговорим сейчас с проректором Международной педагогической академии дошкольного образования, соорганизатором, экспертом этой конференции Ириной Комаровой. Здравствуйте. Ирина Ильичевна, здравствуйте. Для начала, пожалуйста, расскажите, как давно вы работаете в сфере дошкольного образования, в каком направлении специализируетесь? Работаю лет 10 и всю жизнь, если так можно выразиться. Специализируюсь в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании. Как известно, у нас в Якутске впервые в таком крупном масштабе будут обсуждаться вопросы раннего развития детей. Насколько в других регионах представлено изучение, продвижение этого вопроса? И как сейчас вы оцениваете положение дел у нас в Якутии? Ведь вы часто у нас бывали. Да, вы знаете, тема настолько острая и важная для развития человечества, не побоюсь этого слова, что в том или ином формате это исследуется и этим занимаются во многих регионах. Но известно, что Якутия в этом направлении идет, пожалуй, впереди других. И у нее есть много наработанного, и есть чему поучиться другим. Например, если привести какие-то примеры такого сравнения с другими регионами нашего субъекта. Ну, первое, это и наиболее, наверное, важное, то внимание, которое уделяется детским садам. Понятно, что у нас есть общие, фундаментальные для страны проблемы дошкольного образования, но в Якутии они мягче. Они сглажены, и действительно, когда мы говорим о том, что нас волнует дошкольное детство, то вот в Якутии видно совершенно, что оно действительно волнует и администрацию, и бизнес, и гражданское общество. Это первое. Второе, у вас есть несколько проектов, которые признаны лучшими управленческими практиками, в частности, проект «Одаренность». Сейчас у вас стартует проект раннего выявления отклонений в развитии, который позволит гораздо раньше ставить на учет детишек, имеющих отклонения, а следование позволит им избежать инвалидизации в будущем. Это колоссальная проблема. Да, в продолжении актуальности, что вы ожидаете от конференции, какие главные задачи стоят перед организаторами и чем он должен быть и будет полезен участникам? Ну, во-первых, в очередной раз привлечь внимание к теме раннего развития. Имеется в виду не то, что дети с нуля будут читать, а именно то, что необходимо вкладывать усилия общества, бизнеса и государства в раннее развитие детей. Это первое. Второе, конечно же, консолидация сил дошкольников, показать, что педагог и воспитатель, которые работают с детьми раннего возраста, они не одни, что они могут ожидать поддержки от сообщества, потому что важнее того, чем они занимаются, в государстве нет ничего. Давайте поясним нашим зрителям, почему важно именно раннее развитие, каковы главные аргументы в пользу этого, на какие научные факты основываются эти утверждения.
Дело все в том, что сегодня во всем мире, когда мы перешли к экономике знаний, знаний, которые развиваются благодаря высокому уровню человеческого капитала, государство не может быть конкурентным, если оно не обеспечено высокого уровня специалистами, и оно не может быть конкурентным, если его жители не имеют соответствующего образования, не получили соответствующего развития. Поэтому мы напрямую, то есть экономика напрямую сегодня зависит от развития дошколки, от развития одаренности. И во всем мире сейчас идет так называемая борьба за таланты. Это совершенно понятно, что от этого зависит, если от этого зависит конкурентность государства. И получается, что очень многие исследователи сегодня занимаются тем, насколько вклад в дошколку приносит, что называется, прибыль, приводит отдачу инвестиционную для государства. Есть очень много исследователей, это целая армия, которая работает, но выделяют все Хекмана, который посмотрел, насколько какие необходимо развивать одаренности в детстве, то есть в детском возрасте, в детском саду, не в школе, именно в детском саду, для того, чтобы ребенок, когда вырастет, стал успешным и приносил пользу государству. И вот эти его работы, при этом он опирается на много других исследователей, лежат в основе вот этого подхода, того, что делает таким важным дошколку и, соответственно, именно развивающую дошколку, а не компенсаторную. Ирина Ильинична, вы в своих выступлениях, если их посмотреть и прочесть, вы много говорите о разрывах в образовании. Уточните, какие разрывы существуют в образовании, как они влияют на экономику и конкурентоспособность страны. Вы знаете, эти разрывы выделила не я. Это исследования ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ООН, которые буквально в последние годы были опубликованы и широко растиражированы. Эти разрывы, как признано международным сообществом, состоят в разрывах между бедными и богатыми семьями, между образованными семьями и необразованными, между говорящими на языке государственном и не говорящими на государственном языке, и между коммерческой и общественной наукой. Это очень большой разрыв. У нас в стране присутствует такой вид разрыва, как территориальный, потому что различия между территориями имеют существенное влияние на образование. Это еще и громадный цифровой разрыв, потому что человек, живущий в Москве, очень смутно себе представляет, что, например, в Якутии не во всех регионах хорошо работает интернет. Вот сейчас мы с этим в период ковида столкнулись, но все равно еще не все это осознали. То есть есть еще и другие разрывы, но тем не менее вот эти наносят колоссальный ущерб. И этот ущерб составляет для разных регионов разные цифры. Вот, например, американцы считают, что недовложение в бедные слои населения приносит им где-то приблизительно 14 миллиардов долларов ежегодно убытков. То есть вы понимаете, что суммы огромные. И преодоление этого ущерба, как опять же признано международным сообществом, это не лежит целиком на вот том возрасте, который мы называем дошкольным возрастом. То есть именно в этот период мы что-то можем сделать. Мы можем снизить эти разрывы, уменьшить эти разрывы. Но для этого нужна государственная политика осознанная. И, собственно говоря, вот, наверное, привлечение внимания к тому, какой может быть эта политика, мы тоже надеемся добиться на форуме.
Да, мы тоже надеемся, что этот вопрос будет продвигаться, и на эту важнейшую проблематику будет обращено пристальное внимание государства и общества. Спасибо, Ирина Ильинична, за динамичное интервью. Спасибо большое. Да, пожелаем И вам удачи в работе. До свидания. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» на телеканале Якутия-24. Увидимся, оставайтесь на нашем канале.